Ассаляму алейкум. Меня зовут Баснаева Анифа Джумаевна, я врач-акушер-гинеколог Центра клинической онкологии и гематологии «Генезис». Мы будем разговаривать сегодня про диагностику, лечение и профилактику гинекологического рака. Несмотря на достижения современной медицины, количество онкологии у женщин все равно возрастает. В структуре онкологических заболеваний женщин первое место занимает рак молочной железы. Дальше это рак шейки матки, второй по встречаемости среди рака репродуктивных органов, рак тела матки, рак яичников и рак наружных половых органов или рак вульвы. Зачастую женщины боятся обращаться к гинекологу или откладывают это на последний момент, но если мы говорим про диагностику и лечение рака, то залог успеха – это раннее выявление онкологических заболеваний либо предраковых состояний. Если пациент раз в год посещает гинеколога, то он минимизирует риск рака, либо имеет возможность выявить предраковые заболевания или рак на ранних стадиях, тогда, когда максимально благоприятный исход и максимальные шансы на выздоровление есть. Если мы говорим про рак молочной железы, например, то обнаружение какого-то уплотнения в молочной железе, выделение из сосков, локальное повышение температуры, изменение кожи молочной железы – это такие тревожные звоночки, когда женщина должна как можно раньше обратиться к гинекологу. Если говорить про органы малого таза, то тревожными звоночками или симптомами, которые должны привести женщину к гинекологу, это нарушение менструального цикла, межменструальные выделения из половых путей, боли, увеличение размера живота. Но симптомы на самом деле появляются тогда, когда заболевание уже прогрессирует. То есть если идти к доктору тогда, когда есть жалобы, скорее всего, это уже будет 3-4 стадия онкологического процесса. Потому что, например, рак яичников, рак тела матки, рак шейки матки, он не болит и никак себя не проявляет в самом начале. Профилактикой будет являться самообследование молочных желез. Это когда женщина с регулярностью один раз в 1-2 месяца самостоятельно прощупывает молочные железы в положении стоя на предмет появления там каких-то уплотнений, шишечек, изменения кожи. Самостоятельно надавливает на сосок и смотрит, есть какие-то выделения из молочной железы или нет. Также к профилактике относится пальпация молочных желез врачом-акушером-гинекологом во время рутинных профилактических осмотров. Скрининговым методом диагностики рака молочных желез является маммография. Маммография делается женщинам от 40 лет и старше с частотой 1 раз в год или в 2 года. До 40 лет в связи с особенностями строения молочной железы делается УЗИ молочных желез точно так же 1 раз в год. Первичная профилактика – это вакцинация от вируса папилломы человека, который является основным предрасполагающим фактором. Вакцинация проводится до начала полового дебюта и до 45 лет можно вакцинироваться. Вакцинация проводится в 2 или в 3 этапа. Подросткам делается 2 вакцины с интервалом 2 месяца. Для взрослых раньше было всегда, что должно быть 3 дозы вакцины. На сегодняшний день есть опыт и данные о том, что даже 2 вакцин достаточно. Вторичная профилактика рака шейки матки, во-первых, это цервикальный скрининг, онкоцитология плюс скрининг на вирус папилломы человека. И, во-вторых, это барьерная контрацепция и профилактика инфекций, передающихся половым путем, которые тоже являются предрасполагающим фактором рака шейки матки. К сожалению, на сегодняшний день не существует скринингового метода диагностики рака тела матки, но мы можем минимизировать факторы риска. Это ожирение, курение, сахарный диабет и синдром поликистозных яичников. Если на сахарный диабет и синдром поликистозных яичников повлиять мы не можем, то, например, курение и ожирение являются модифицируемыми факторами риска. Соответственно, человек может исключить эти факторы из своей жизни, снизив массу тела и отказавшись от курения. Также методом раннего выявления будет ежегодная консультация гинеколога и ежегодное ультразвуковое исследование органов малого таза.
То же самое можно сказать и про рак яичников. Скринингового метода не существует, но если пациентка ежегодно посещает гинеколога и ежегодно делает УЗИ органов малого таза, то у нее тоже есть все шансы на то, что рак будет рано выявлен и, соответственно, рано начнется лечение. Наряду с пациентами, которые не любят посещать доктора, не любят профилактические осмотры, есть люди, которые, наоборот, самостоятельно идут обследоваться. Многие сдают в лаборатории онкомаркеры. И если вдруг немножечко где-то повышен показатель онкомаркера, то человек начинает тревожиться, иногда даже заниматься самолечением. Вот так делать не нужно. Онкомаркеры сдаются строго по показаниям после назначения врача. Когда мы понимаем, что нужно сдать онкомаркер. Например, если во время УЗИ или МРТ или КТ было обнаружено какое-то объемное образование. Вот только при появлении объемного образования имеет смысл пойти и сдать онкомаркеры. Для каждого органа, для каждой локализации это будет свой онкомаркер. Они могут быть ложноположительные, может быть завышен СА-125 не только при раке яичников, он может быть повышен, например, при эндометриозе. Вот. Хотя эндометриоз – это абсолютно доброкачественное заболевание. Иногда онкомаркеры используются, например, для отмечание динамики заболевания, чтобы понимать, что есть какие-то улучшения. Но это уже тогда, когда мы лечимся, например, когда есть какие-то курсы химиотерапии, либо после операции, есть смысл сдавать онкомаркеры. Чаще всего используется сочетанное лечение. Это, например, комбинация операции и лучевой терапии, либо операции и химиотерапии. Это может быть химиолучевое лечение, когда комбинируется химиотерапия с лучами. Лечение будет зависеть от стадии процесса и от локализации. Если мы говорим про органы малого таза, иногда учитываются репродуктивные планы женщин, потому что на сегодняшний день есть в мире опыт сохранения репродуктивной функции женщины даже после рака. У нас в стране есть институт онкологии и репродукции, и молодые пациенты, у которых еще есть репродуктивные планы, у них есть шанс вылечить рак и при этом иметь возможность в будущем иметь детей. Дорогие женщины, не пренебрегайте своим здоровьем, не откладывайте на потом заботу о себе. Регулярные осмотры на самом деле могут спасти жизнь. Ранняя диагностика – это всегда шанс на излечение и благоприятный исход.